1 января 2020 года 13 миллионов жителей Казахстана должны будут сдавать ежегодные декларации по доходам и имуществу. Декларированию подлежат все совершеннолетние граждане нашей страны, этнические переселенцы и граждане, имеющие вид на жительство. За несовершеннолетних детей с имуществом отчеты будут сдавать родители. Казахстан далеко не первая страна, которая переходит на всеобщее декларирование доходов. Процесс подачи декларации состоит из двух этапов: первоначальный отчет и дальнейшее ежегодное декларирование. Первоначальная форма отчета. В нее мы должны вписать все, что имеем в собственности. Данный отчет носит информационный характер, и за указанное в нем имущество не нужно будет платить налог. До 15 июля 2020 года отчетность сдается на бумажном носителе, а до 15 сентября 2020 года ее можно сдать в электронном виде при помощи ЭЦП через государственный портал ЕГОВ. Эксперты рекомендуют сдавать отчет самостоятельно и только в электронном виде. Что указывать в первоначальном отчете? Во-первых, мы должны рассказать государству все о своей недвижимости. Это здания, сооружения, земельные участки, квартиры, дома, дачи в Казахстане и за пределами Казахстана, доля участия в строительстве. Во-вторых, отчитываемся о наличии денежных средств, сколько денег хранится на банковских счетах, депозитах в казахстанских банках и за пределами, а самое главное – наличных средств. В-третьих, в отчете указывается дебиторская, кредиторская задолженность физического лица, расписки, как нотариальные, так и ненотариальные. Фактически необходимо будет указывать ИИН человека, которому вы должны, и ИИН человека, который должен вам. Теоретически, конечно, можно не декларировать, но нужно понимать, что, скрыв 10 тысяч долларов, которые должен вам сосед, при возврате вы будете должны оплатить налог. Иначе налоговая задастся вопросом, откуда вы берете финансовые средства. В-четвертых, нужно будет внести в отчет предметы роскоши, культурные ценности, драгоценности, фамильные украшения. Опять же, можно и не указывать, но всегда думайте о будущем, украшения стоят немаленьких денег. В-пятых, в декларации нужно указать биологические активы. Если у вас во дворе одна корова, ее указывать не надо. Но если вы выращиваете скот, то эта процедура обязательна. В-шестых, в отчете есть графа, где указываете другие, не подходящие под предыдущие категории активы, на ваше усмотрение. Для чего? К примеру, норковая шуба – вещь недешевая, и вы ее можете продать. Эксперты рекомендуют указывать в декларации все, что стоит свыше полумиллиона тенге, и то, что, возможно, вы захотите продать.